Изгнание Наполеона оставило глубокий след в исторической памяти башкирского народа. Большое число преданий, песен и сказаний, вошедших в золотой фонд народного творчества, ярко отразили события Отечественной войны 1812 года и последующих походов в страны Европы. Документы, из года в год извлекаемые исследователями из архивов, расширяют картину прошлого, раскрывая биографии действующих лиц той героической эпохи, одним из которых был Асылгужа Бакиров, командир 4-го башкирского полка. Что нам известно об этой личности? Каким был его боевой путь? Как сложилась его послевоенная судьба? Как известно, в Отечественной войне 1812 года и заграничных походах русской армии 1813-14 годов приняло участие 20 башкирских, 2 мишарских и 2 тептярских полка, сформированных на территории Башкирии. Однако зачастую имена командиров этих подразделений – это все, что нам известно об этих людях. В этом отношении Асылгужа Бакиров представляет собой счастливое исключение. Историки осведомлены не только о его происхождении, но также о многих фактах его военной и послевоенной биографии. Асылгужа Бакиров родился в 1787 году в башкирском ауле Каракучук Дуванейской волости Уфимской провинции. Его название происходит от ручья Каракучук, впадающего в речку Севады, приток Чермасана. В советское время селение было переименовано в Урняк, что означает «образец». Действительно, в период колхозного строя Урняк был образцом успешного ведения сельского хозяйства и передовиком социалистического соревнования. В нашем школьном музее имеется раздел «Томрлар», «Корни». Здесь представлены башкирские роды. Например, в нашем Урнякском сельском совете проживали дуванейцы. И вот здесь представлены их тамги. Башкиры Дуванейской волости владели собственной землей, то есть были вотчинниками. В 1841 году в Каракучуково проживали 113 башкир и 115 башкирок. Однако селение уже во второй половине XVIII века стало полиэтничным. Здесь по допуску башкир поселились мишары и тептяри. И в 1959 году намного больше было уже жителей. 348 башкир, 216 мишар проживало и 251 тептер. И в основном выходцы из нашей деревни носят фамилию Бакиров. Но это, конечно, древняя наша фамилия. И сегодня в Чекмагуше проживают Бакировой, в Урняке продолжают жить Бакировой. То есть дело Бакирова продолжается. 12 июня 1812 года так называемая Великая армия императора Франции Наполеона Бонапарта форсировала реку Неман и вторглась в пределы Российской империи. К этому времени в действующей армии уже находились 1-й и 2-й башкирские полки. Командование отдало приказ о немедленном формировании еще 3 полков – 3-го, 4-го и 5-го. Полки были 500-ные, то есть 500 рядовых. Там было 5 сотников, 5 хорунжих, 5 исаулов, квартирмейстер Мула, командир полка, заместитель командира полка и 10 пятидесятников. Вот командир полка, он был башкир, из башкир. Обычно это был походный старшина. Точно известно, что кантонные начальники не были командирами полков, они отвечали за формирование полков, оставались здесь. А потом, для того, чтобы полки шли в армию, соблюдая какой-то порядок, им были даны офицеры русской армии, это в основном из гарнизонных полков, которые назывались не командир полка, а командующий полком. Командиром 4-го полка, состоявшего из башкир Челябинского, Троицкого и Уфимского уездов, был назначен Асылгужа Бакиров, а командующим стал подполковник Петр Тихановский. Наспех сформированные полки по приказу главнокомандующего фельдмаршала Кутузова были командированы в корпус генерал-лейтенанта Витгенштейна, воевавшего на северо-западе России.
Петр Христианович Витгенштейн, генерал-фельдмаршал из династии правителей германского графства Сайн-Витгенштейн, участник русско-персидской войны 1796 года, воин 3-й и 4-й коалиции против Наполеона 1805-1807 годов, русско-шведской войны 1808-1809 годов. В конце июля 1812 года Витгенштейн в трехдневном сражении у белорусской деревни Клястицы нанес поражение корпусу французского маршала Удино, чем спас Санкт-Петербург от захвата врагом. Это было первое сражение, принесшее столь крупную победу русскому оружию. За это дело Витгенштейн получил орден Святого Георгия. В этот момент он был самым популярным полководцем России, которого общественное мнение окрестило спасителем Петербурга. В этом и в последующем бою под Полоцком он был дважды ранен. Яркое свидетельство того, что Витгенштейн часто оказывался в самой гуще сражения, лично командуя войсками и рискуя жизнью. В начале ноября 1812 года 3-й, 4-й и 5-й башкирские полки догоняют на марше корпус Витгенштейна, шедший вслед за отступающей армией Наполеона. 4-й полк поступает в распоряжение полковника Альбрехта. Александр Иванович Альбрехт, генерал-лейтенант, внук прусского офицера Людвига фон Альбрехта, поступившего на русскую службу в царствование Петра I. Участник войны 3-й коалиции 1805 года, отличился в Аустерлицком сражении. Полковник Альбрехт шел в авангарде корпуса Витгенштейна. 13 ноября он докладывал начальнику: «Неприятель находится в больших силах в Борисове. 11 числа авангард генерала Чичагова был неприятелем из Борисова вытеснен. Я с отрядом остановился в Янчине, а полк башкир и несколько гусар и драгун поставил в Кострице». Именно близ города Борисов началась переправа войск Наполеона через Березину, а упомянутый полк башкир – это был 4-й башкирский полк Асылгужи Бакирова, который вскоре принял участие в битве на Березине, длившейся с 14 по 17 ноября 1812 года. С одной стороны, французские историки заявляют, что это победа Наполеона, что Наполеон выиграл Березину, потому что спасся сам и вывел свою гвардию. А то, что бросил пушки, обозы, это не важно, главное, гвардия спасена, он сам спасся. Да? Но наступательного-то порыва уже не было, армия все равно отступала. И для французских историков Наполеон – это победитель Березины. Разумеется, для нас он проиграл. Но разгрома как такового не последовало, полного разгрома. Для французского же общественного мнения и культурной традиции Березина – это синоним катастрофы. То есть во французском языке само понятие слова «березина» – это есть катастрофа. В сражении на Березине, находясь в различных отрядах, участвовали 3-й, 4-й и 5-й башкирские полки. Вместе с казаками, гусарами и прочей кавалерией они шли в авангарде, преследуя и опрокидывая в реку солдат противника. Участие башкир в этом сражении было отмечено не только кинематографом, но, что гораздо важнее, изобразительным искусством. По заказу русского императора Николая I баварский живописец Петер фон Гесс нарисовал серию картин, одна из которых называлась «Переправа через Березину». На правой стороне полотна изображен Витгенштейн, а позади него мы видим группу башкир. И это не случайно. А все персонажи, которые там были изображены, рисовались только по указанию Николая. Потому что это было в Эрмитаже, стоит в Зимнем дворце. Николай лично указывал, кого конкретно, каких офицеров нарисовать, что они должны делать. Но это была очень щепетильная такая вещь, потому что это парадный портрет и вот битва при Березине. И там все фигуры выписаны конкретно по указанию императора. Не просто так, художник никакой там вольности не имел права делать. И все детали обсуждались. И там на первом плане, если вы будете в Зимнем дворце, или эту картинку мы с вами посмотрим, то увидим, на первом плане нарисован кто? Башкир. Башкир на пятнистой лошади, который пикой свалил ларец, из ларца вываливается карта завоевания мира, которую Наполеон, условно, да, это аллегория, и башкир пикой протыкает эту карту. То есть вот ты хотел завоевать мир, а наш башкир просто твою карту он выкидывает на землю.
аллегория, это на первом плане, главная фигура этой самого полотна. Но дальше, если мы посмотрим чуть-чуть вправо, то увидим огромное изображение нескольких фигур. Это что? Иррегулярная конница. Там изображены калмык, изображены крымские татары, но не обязательно, что они там были. Просто Николай велел показать, что вот они там были. Но башкиры были точно, мы знаем. Да? И там изображены, еще есть две, значит, фигуры, тоже башкиры. Получается, по сути, каждая фигура олицетворяет 3-й, 4-й, 5-й полк. Да? Почему? Потому что Николай, когда все это делал, не хотел забыть подвиг башкир. И вот когда он проводил первую реконструкцию на Бородинском поле, где русская армия маневры там совершала в 1839 году, специально была приглашена башкирская делегация с юртой, с кураем, там все прочее, потому что в память о том, что башкиры здесь тоже воевали, первый башкирский полк. Березина была последним крупным сражением Отечественной войны 1812 года. В декабре последний иностранный солдат переступил границу Российской империи в обратном направлении, и начались заграничные походы русской армии. Дело сразу пошло веселее, ведь до этого Россия противостояла всей Европе, подмятой Наполеоном. Теперь же страны, освободившиеся от его власти, формировали собственные армии и присоединялись к так называемой «шестой коалиции», состоявшей из Российской, Британской, Австрийской империи, а также множества германских и других королевств. После Березины 4-й башкирский полк был разделен на два отряда, один из которых получил приказ конвоировать пленных французов в место назначения. Вот что писал Асылгужа Бакиров в своем рапорте генералу Витгенштейну о судьбе своего подразделения. «Сиятельнейший граф, вашему сиятельству известно, что башкирский 4-й полк поступил под начальство ваше еще пред Борисовским сражением в октябре месяце 1812 года, и под предводительством вашего сиятельства в отряде полковника Альберта имел счастье быть всем славном деле, сделавшим конец злых намерений сильного неприятеля. И когда между прочими трофеями сей победы было до 12 тысяч пленных, то я с командою в 200 башкир состоящую отправлен для конвоирования их в Витебск, где, сдав, следовал обратно за армией и прибыл воную в Берлине. Но как полк мой неизвестно где находился, и команда моя уже состояла не более 70 человек, ибо до прихода еще в Витебск воротили в полк более 100 человек, то ваше сиятельство изволило отдать приказ причесть нас к конвою вашего сиятельства. Неся до сего времени по оному службу, находился я во всех главных и в некоторых малых сражениях. Подпись 4-го башкирского полка старшина Бакиров». Вот интересная история тоже с той частью 4-го полка, большей частью которой оставалась в Беларуси. Там известен нам такой башкир, как Карана Искандеров. Карана Искандеров тоже был награжден за Березину орденом Святой Анны Третьей степени, но, значит, Каранай, он был походный старшина. И вот, скорее всего, на время отсутствия, значит, командира, который ушел со своей сотни и был у Витгенштейна, Петр Тихановский, подполковник, поставил, скорее всего, Караная во главе полка. То есть вот оставшейся частью полка, у полка получается два командира. Каранай Искандаров, значит, в Белоруссии, и небольшой частью полка командовал сам, значит, наш герой, да. Зачисление команды 4-го башкирского полка в личный конвой Витгенштейна стало следствием моды, возникшей в среде генералитета союзников. Как известно, французский император после похода в Египет завел себе охрану, состоявшую из мамлюков. Самым известным из них был Рустам Раза, сопровождавший Наполеона в течение последующих 15 лет. Это было очень экзотично. Такие, значит, смуглые люди сопровождают императора. И затем, когда английский генерал Вильсон, Роберт Вильсон, был представителем Британии в российской армии у Кутузова, он попросил тоже себе конвой. Ну, он же генерал. И он сказал, что конвой мне дайте башкир. А башкир он видел до этого при Тильзите. Ему дали башкир 1-го башкирского полка. И вот он, значит, экзотичный конвой, восточные воины, башкиры вместе с ним его охраняют, английского генерала. Генерал Вильсон, член английской миссии при русской армии, в
впервые увидел башкирскую кавалерию во время войны 4-й коалиции 1806-1807 годов. В своей книге «Краткие заметки о состоянии и составе русской армии» он отмечал храбрость башкир и их успешные действия в сражении при Фридланде в Пруссии. И пошла такая мода, что как же так, вот башкиры, там красивые казаки, там это такая экзотичная одежда восточная, они будут у нас конвой. И Wittgenstein Асылгузия Бакиров со своей вот этой оставшейся сотней 70 человек, потом по документам это будет 42 человека. В 1814 году, когда будут заходить в Париж, это будет 17 человек. То есть их оставляли где-то в качестве комендантской службы или еще где-то. И вот он с этой своей, так сказать, полусотни, меньшей сотни, стал в конвое Wittgensteina. То есть была личная охрана фельдмаршала. В апреле 1813 года умер Кутузов. Главнокомандующим русской армией был назначен Wittgenstein, правда ненадолго. После неудачных сражений при Люцене и Бауцене граф сложил с себя обязанности. Его место занял Барклай де Толли. Во время очень серьезных боев под Дрезденом Асылгузия Бакиров со своими воинами исправлял обязанности ординарцев. То есть он передавал поручения, значит, записки какие-то, указы, приказы, переписку, устные какие-то указания, значит, верхом на лошадях, быстро, как летучая почта, передавали командирам какую-то информацию. И за эти отличия Асылгузия Бакиров был представлен Wittgenstein'ом к ордену Святой Анны третьей степени. Потом он станет называться четвертой степени. Этот орден третьей степени, он крепился на эфес сабли или шпаги. То есть орден, как бы анинское оружие. Но это был орден, награда. Асылгузия Бакиров был в бою, по нему стреляли, он передавал команды, то есть помогал управлять войсками. И действительно за свои героические действия он получил вот эту награду. Через 10 лет, в 1823 году, при доказательстве прав Асылгужи Бакирова на дворянство в родословной книге Оренбургской губернии была приведена выписка из приказа Wittgensteina. 4-го башкирского полка господину старшине Бакирову именем его императорского величества и властью высочайше мне вверенную в справедливом уважении в отличной храбрости вашей, показанный в сражениях с 10 августа по 6 сентября, где вы находились в моем конвое, припровождаю при сём для возложения на вас орден Святой Анны 3-го класса в главной квартире в городе Роштете. Как следует из этого же документа, тогда же Асылгуже было присвоено звание подпоручика. В документе показан его боевой путь. Находился в походах в Пруссии, Силезии, Богемии, Саксонии, в королевстве Вюртембергском, герцогстве Баденском и во Франции. И когда уже русская армия переправилась через Рейн, 1 января 1814 года начались боевые действия во Франции. И вот в это время, уже в 2014 году, вот эту команду Асылгузи Бакирова, 4-го башкирского полка, передали в кавалерийский корпус Палина. Кавалерийский корпус Палина, который шел тоже впереди русской армии. И когда русская армия вошла в Париж, вместе с ней вошла команда 4-го башкирского полка. То есть Асылгузия Бакиров и его воины, 17 человек и 3 офицера еще, они были в Париже. То есть участвовали в боевых действиях на территории Франции. 31 марта 1814 года русская и прусская армии вступили в Париж. Команда 4-го башкирского полка Асылгужи Бакирова вошла в Париж в составе корпуса генерала Палина. Павел Петрович Палин, генерал-лейтенант, сын курляндского барона Петра Палина, организовавшего заговор и убийство императора Павла I в 1801 году, командир 1-го кавалерийского корпуса. В столице поверженной Франции также оказались команды 1-го, 5-го, 9-го и других башкирских полков. Поэт Николай Батюшков писал о тех днях. Кипел бульвар в Париже так, народа праздными толпами, когда на нем летал с нагайкою казак, или северный Амур с колчаном и стрелами. Среди этих северных амуров, летавших по Парижу, был и наш герой Асылгужа Бакиров. Послевоенная жизнь Асылгужи Бакирова восстанавливается по архивным документам. В материалах ревизии 1816 года читаем:
Башкирцы деревни Каракучуковой. Бакир Балтин, юртовой старшинский помощник, 65 лет. Бакировы сыновья. Первый Асылгузя, походный старшина и дистаночный начальник. Кавалер 4-й степени Анны, 29 лет. Из данного сообщения видно, что Асылгужа жил в доме отца и отправлял в военную службу, будучи начальником дистанции, вверенного ему участка Оренбургской пограничной линии. Асылгужа был женат на типтярке Зухре Абдулвахитовой. У них было 4 детей. Башкирские дворяне в среднем имели 2-3 жены. Думаю, что причины моногамии Асылгужи, вероятно, кроются в его характере. Возможно, он был однолюбом. В роде его профессиональной деятельности он был военным. И в его материальном уровне. То есть он не был обеспеченным или состоятельным человеком. В 1819 году Асылгужа Бакиров оставил пограничную службу и перешел на административную, став старшиной 14-й юрты 12-го башкирского кантона. 14-я юрта включала в себя башкирскую составляющую населения деревень Каракучукова, Старо- и Новокалмашево, Ихсанова, Аблаева, Абзанова, Калмашбашева, Старобекинина, Пучка-Куянова, Рапатова и Чекмагушева, ныне расположенных на территории Чекмагушевского района Республики Башкортостан. Типтяри и мишари перечисленных селений подчинялись собственному начальству. В январе 1823 года Асылгужа подает в Оренбургское дворянское депутатское собрание 5 документов. Прошение на потомственное дворянство, патент на чин подпоручика, 2 документа о пожаловании ему ордена Святой Анны 3-й степени и наличный список о своем роде. И просит членов данного органа дворянского самоуправления признать его сыновьями в потомственном дворянстве. Менее чем через месяц, 28 января 1823 года, подпоручик и кавалер Бакиров был включен в потомственное дворянство. К 30-м годам XIX века внешняя граница Российской империи, ранее проходившая по юго-восточному периметру Башкирии, ушла далеко на юг, к берегам Сырдарьи и к Аральскому морю. Башкирское войско стало терять свое прежнее, исключительно важное значение пограничного заслона. Башкирские казаки все чаще стали привлекаться в рабочие команды по благоустройству Оренбурга, строительству новых крепостей и редутов, за что получили болезненное для их самолюбия прозвание лопаточников со стороны своих же коллег. Старому вояке Асылгужи Бакирову также были не по душе новые порядки, и он однажды высказался против них. В 1835 году в Башкирии начались волнения, местами перешедшие в открытый бунт. Причиной тому стали ненавистные башкирам и мишарам земляные работы. Дело дошло до того, что начальник 12-го башкирского кантона, сотник Шагин-Гирей Нагайбаков, публично выразил свое недовольство данной практикой, что было воспринято как подстрекательство башкир к восстанию. Белебеевский земский исправник Соколов, наблюдавший эту сцену в 1835 году, вспомнил о симптомах глухого ропота, отмеченных им еще год назад. В прошедшем году к осмотру моему людей, следовавших на Сергиевские минеральные воды, представлял за отсутствием кантонного начальника юртовой старшина Аслай Бакиров, который тогда говорил, что сия командировка не свойственна башкирцам и что он и не совсем ею довольны. Этот документ характеризует Бакирова как защитника интересов своего народа. Там же имеется уточняющая ремарка «покойник», стоящая рядом с его фамилией. Следовательно, он умер в 1834 году. Изучив дошедшие до нас материалы архивные, можно прийти к выводу, что Асылгужа Абубакирович Бакиров умер приблизительно между 1833 годом и 1834 годом. В материалах дела о дворянстве приложен формулярный список о его службе, датированный 1833 годом, что говорит о том, что он в этом году был жив.
Но между тем в материалах ревизской сказки по деревне, в которой он проживал, по состоянию на 1834 год отсутствует. Асылгужа Бакиров прожил всего лишь 47 лет. Должность юртового старшины, которую он отправлял, перешла по наследству к его сыновьям. В материалах ревизии за 1859 год читаем: Оренбургской губернии Белебеевского уезда 21-го башкирского кантона юрты номер 7, деревни Каракучуковой башкирцы, Мухаммед Гарей Асылгузин Бакиров из обер-офицерских детей, Заурят Харунжий и юртовой старшина, Шагин Гарей Асылгузин из обер-офицерских детей, Харунжий и кантонный помощник. За 1,5 столетия, прошедших с тех времен, память об Асылгуже полностью стерлась в его родных краях. Лишь в начале 21 века его потомок Риндант Бакиров неожиданно для себя обнаружил родственную связь с этим прославленным воином. Результатом изысканий стала книга Шежере Бакировых. Каждый человек должен знать историю своего рода, историю своей семьи. И вот наш папа Бакиров Риндан Сабирьянович, когда вышел на пенсию, он решил сделать историю, создать шежере нашей семьи. И оставить такой как бы для нас подарок, для своих детей, для своих внуков и правнуков. И он очень много изучал эту историю, был в архиве, в библиотеках, сидел, со многими встречался. И он создал огромную вот такую нашу родословную шежере Бакировых. 1980 жылы Парижға барды. Не білен, туристический путевка білен 5 илде болып қайтты. Шунан ол Парижға барғаштың Парижның өзінде неге кірген, енді музейға кіргенler. Наполеон де отында отырады, нелер бүтін барадиона соғышларын тасвирлаған, шундай нені көріп қайтқан енді. Ехті шунда де білген болсам, что де менім де қорт-қортатайды, шунда иткенінде, ол вақытта білмеген енді. Теперь в селе Урняк все дышит памятью об Асылгуже Бакирове. Здесь имеется мемориальная доска в его честь, а новая мечеть носит название Аль-Бакир. И это не случайно, ведь потомки старшины Бакира Балтина, отца Асылгужи, составляют большую часть здешнего населения. Перед нами вся жизнь Асылгужи Бакирова, проехавшего верхом на своем боевом коне с саблей в руках всю Европу, от ее восточного предела в Уральских горах до Парижа. Сразу приходят на ум слова песни Владимира Высоцкого «Мы вращаем землю», посвященной второй по счету Отечественной войне. От границы мы землю вертели назад, было дело сначала, но обратно ее закрутил наш комбат, оттолкнувшись ногой от Урала. Вот этим символическим комбатом Первой Отечественной войны мне и представляется храбрый воин Асылгужа, который, зная эту песню, мог бы гордо сказать: «Мы тоже вращали землю».